Я передаю слово человеку, как говорится, а не только его называют амбассадором татар, здесь чуть-чуть, наверное, неправильно. Я считаю таким лидером. Вот если бы не она, вот этого бы мероприятия вообще не было. И этот человек, который, ну, по-настоящему качает за татар, за башкир и говорит, давай вот эту коллаборацию. Не было бы этой коллаборации, если бы не Гульнара. И самое главное, вчера ее вот наградили и признали амбассадором татар, который объединяет татар Москвы. И это, считаю, очень почетно. Давайте еще раз поаплодируем нашей любимой Гульнаре Яруллиной и передадим ей слово. Меня зовут Гульнара, я координатор татаро-башкирского сообщества «Штаб татар» в Москве. У нас также несколько организаций оформлено, порядка 5. Также мы базируемся и в Щелково, и в Домодедово у нас есть организация. Самое главное то, что мы за объединение татар, за сохранение татарской культуры, идентичности, для того, чтобы татары знакомились, общались, у всех появлялись новые знакомства, новые проекты создавались. На нашей базе создаются семьи, конечно же, в год. Мы женим порядка 15-20 новых пар образуется. Вот. Благодаря нам и нашим друзьям. Очень много мероприятий мы проводим для студентов, очень также созидательную работу проводим с студентами. Каждое воскресенье у нас проводятся встречи для них. Как раз вот шефство над студентами делаем в Москве. Все вузы Москвы, у нас во всех вузах студенчество есть. И также активистов в каждом вузе собираем для того, чтобы они друг другу помогали, адаптировались в Москве, те, кто переезжает из регионов. Вот такой успешный проект. Также у нас проект офицерского клуба, медицинского клуба «Гиппократ», мероприятий, также участвуем в организации Сабантуев, концертов. Вот недавно у нас в Кремле был концерт Зайнаб Фахруддиновой, тоже всех посетили. Приглашаем всех, организовываем. У нас соцсети развиты хорошо. В Ютубе у нас порядка 3 каналов. Мы тоже проводим такую социальную работу для людей, чтобы люди знали, чем мы занимаемся в Москве, доносим информацию всю. Также сотрудничаем с полпредством Татарстана официально, который у нас на Котельнической набережной находится. Сегодня как раз была встреча оттуда, вот тоже сейчас оттуда пришла. Очень много активностей разных, все активности освещаем у себя на каналах, у себя на социальных сетях. Всем добрый вечер. Рад познакомиться. Я впервые в штабе. Очень интересно побывать на таком мероприятии. Да, мы с папой сотрудничаем. Да, мой папа порядка 25 лет занимается производством рыбной продукции в Москве. Можете попробовать, познакомиться. Будем рады украсить ваши столы и приготовить подарки к Новому году. Мое хобби — это кондитерка. Я начала 2 года назад, создала свой канал в Инстаграме, веду. И параллельно с работой, параллельно готовлю десерты на заказ. Пробежимся по новостям. Мы провели мероприятие в Дубае. У нас первое мероприятие было совместно с маркетплейсом Ви. Это основала Анастасия Ким, это русская кореянка, вот, с Вячеславом, с одним из совладельцев. У нас первая коллаборация была с iGlobal, это сообщество селлеров. Также мы уже готовим там площадку для выступления резидентов нашего клуба. Если кто-то из наших резидентов будет в УАЕ, мы под них в УАЕ будем готовить какие-то некие мероприятия. Второе, вот буквально сегодня мы общались с Марселем, и мы предложили в Казани такой провести некий форум, чтобы АПМРФ, Сенсей и клуб «Сильные люди», каждый спикер от клуба выступил и сделал такое, как скажем, некое масштабное мероприятие. Я думаю, с Айдаровым разрешение, да, все это получится. Третье было завершающее мероприятие в Казани, в Москве вот это завершающее, да, сегодня, да, в УАЕ уже прошло. Следующий год у нас будет масштабный, мы открываться будем в Краснодаре. У нас уже объявился первый партнер, и резидент нашего клуба согласился стать партнером. Это Ирина Колсенкова, вроде фамилии, если не ошибаюсь, да, она будет представлять наш клуб. В Уфе у нас Эмиль Гарифуллин, у него своя
платформу по финансам. Москва, само собой, в Дубаях у нас Вера и Алина. И мы на следующий год готовим ряд открытых мероприятий. Мало кто знает, но есть такой Илья Островский. Это человек, который разработал приложение Озон, было 5 разработчиков, он является одним из разработчиков и является инвестором одних из самых популярных ресторанов в Москве. И мы там будем проводить мероприятия, где наши резиденты будут в коллаборации с другими бизнес-клубами выступать, и будут это крутые выставки, это будет проект «Бизнес-прорыв», где каждый резидент сможет поставить свои баннеры, отрекламировать свою продукцию, и это все будет в доступе и бесплатно. Также у нас в будущем коллаборации с клубом «Сенсей» будут и так далее. Сегодня будет очень такой продуктивный вечер. Я хочу, чтобы не просто вы, да, собрались, а ушли с какой-то пользой. И я хочу, чтобы вот татарин для других национальностей и людей всегда был синонимом это порядочности, честности и человеком созидания, да, и чтобы вы, все, кто здесь находится, всегда являлись примером для поколение молодого, которое сейчас растет, потому что я думаю, вот возраст, который сегодня здесь находится, за нашим возрастом, да, стоит будущее этой страны, да, и такие, к примеру, вот почему сегодня Айдар Абы пригласили. Айдар Абы, это почему я сотрудничаю, да, и наш клуб сотрудничает с Айдар Абы, это пример, наверное, мы больше не как финансы, больше мудрости, да, от него берем, но он сегодня у нас сегодня выступит, и резидент сегодня наш клуб выступит. Поэтому давайте, друзья, проведем сегодня этот вечер активно. И все, что вы узнали, вы применили в своей жизни, ну и, соответственно, провели этот вечер достойно и продуктивно. Я еще раз хочу поблагодарить Гульнару, Рустам Абы, вот он пришел, да, штаб Татар. Хочу поблагодарить. Для меня большая честь находиться на этой площадке. И вот Гульнара — это пример того, каким должен быть человек, как он должен гореть своим делом и как качать за людей, потому что, вот, чтобы, как думаю, чем закончить, я закончу так, я как-то с психологом общался с ним, он говорит, миссия вас взяла на работу, и вот нас миссия взяла на работу, чтобы служить вам и чтобы вы жили лучше, вот как-то так. Первым спикером мы хотели бы сегодня представить Сирина Зарипова, а Сирина Зарипова финансовый консультант, у него большой портфель, там даже финансов, которые он управляет, также он юрист-консультант, и он специально приехал к нам из Казани. Мы давно сотрудничаем, тоже у нас очень много общих знакомых, мы также сотрудничали с Ленаром Рахмановым, вместе проводили игры как раз для нас в Москве татар. Вот, и Сирина, вам слово, давайте передаю. Для меня огромная честь выступать на площадке штаба татар и башкир города Москвы, потому что штаб — это то место, где советуются и принимают правильные решения. Я в своей деятельности регулярно использую формат штабов. У меня большая команда финансовых советников, и мы каждому из них составляем штабы, и плюс есть разные штабы по отраслям. И потому что очень люблю татар и башкир. На фотографии 2007 год, город Екатеринбург. Я с друзьями в полпредстве Татарстана создал татарскую молодежную организацию «Ешен». Организация до сих пор существует, ей уже 17 лет, и, наверное, это повод поаплодировать. Конечно, я ее возглавлял в свое время, и благодаря в том числе этой организации появилась моя семья, появилось очень много других семей, поэтому мы с вами одной крови. В связи с этим, это вам большое спасибо. Мы сегодня поговорим о том, чем бизнес отличается от капитала, что делать с бизнесом и для чего нужен капитал, и самое главное, как сделать так, чтобы у вас все было и ничего вам за это не было. Наверное, это самое главное. Те, кто будет сегодня активен, получат от меня подарок, отличную книгу по финансовой грамотности и не только. Пару слов о себе. Независимый финансовый советник, 3 высших образования, юридическое, экономическое, менеджмент. Разумеется, член сообщества «Сильные люди», одно из лучших сообществ в России и не только.
знаю более 100 инструментов, как сохранить и приумножить ваши деньги, и более 1000 инструментов, как ваши деньги потерять. Клиентский капитал более 70 миллионов долларов обеспечиваю иностранными картами. Если вы там либо в хадж, либо в Дубай, либо просто отдыхаете, поедете и замучились ходить с наличкой, можно открыть казахстанскую, киргизскую карту и просто по миру расплачиваться подобного рода картами. Обожаю читать книги, основал книжный клуб «Импульс». Это офлайн клуб в Казани, поэтому если кто-то живет в Казани, welcome к нам в книжный клуб. Воспитываю пока что одну жену и 2 дочерей, и любитель спорта Ironman 73. Как юрист я должен сказать несколько вещей. Дисклеймер первый. Все, что мной будет сказано про инвестиции, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и не факт, что это вам подходит. И второй дисклеймер. Все, что я скажу про татар, относится к башкирам и наоборот. А что такое для вас бизнес? Расскажите, пожалуйста, поделитесь кто-нибудь. В общем, я серийный предприниматель, у меня в портфеле 5 разных направлений: IT, строительство, маркетплейсы, криптопроект и у меня еще 11 студий балета. В каких-то проектах я являюсь предпринимателем, в каких-то инвестором. Что для меня бизнес, да? Да. С точки, смотря как именно ответить на это. В принципе, что для вас бизнес? Что такое бизнес, в вашем понимании? Возможность реализовать свои какие-то амбиции внутренние, это первое. Второе, возможность заработать хорошие деньги, капитал. И третье, это лично. На мой взгляд, бизнес нужен, чтобы закрывать базовые жизненные потребности. Большинство из нас питается, зарабатывает деньги в рамках бизнеса, и там покушать, пожить, одежда, школы, садики и так далее. Бизнес нужен для дальнейшей продажи этого бизнеса, сделать кэш-аут и получить какое-то количество денег. И такие люди, как правило, выходят на IPO, либо находят частных инвесторов. IPO, конечно, круто. Дамир, вы предполагали делать IPO? В IT-проекте есть один из потенциальных треков, выходить на IPO уже. Мы резиденты Сколково, в общем, такая классическая IT-стартап история у нас. В базовом сценарии я создаю проекты для того, чтобы получать кэшфлоу. И самое главное, бизнес, вы об этом тоже сказали, нужен для создания дельты и формирования капитала. Да, это ключевое. У любого бизнеса есть глобальные риски. Следующий слайд. Дамир, какие у вас в вашем бизнесе глобальные риски? Если совсем про глобальное говорить, то это геополитика. Разумеется, первое – это геополитика, девальвация рубля. К сожалению, рубль наш падает и падает и падает. Сколько я себя помню, доллар все растет, рубль падает. Дальше. Появление новых технологий. Да? Привет искусственному интеллекту и блокчейну. У кого бизнесы связаны с консалтингом? Есть те, у кого бизнес связан с консалтингом? Очень даже может быть, что искусственный интеллект ваши бизнесы заменит, и через год, 2, 5 ваших бизнесов может не стать, потому что придет этот искусственный интеллект. Политические уголовные риски. Здесь нужны комментарии? Я думаю, тут все понимают. Следующий слайд. И, разумеется, старость собственника. Пока мы молодые, у нас очень много энергии, мы можем это все делать, но, к сожалению, мы не молодеем, энергии становится все меньше и меньше, соответственно, когда-то мы постареем, когда-то нужно будет выходить на пенсию. Кто знает, какая средняя пенсия на сегодняшний день? 20 тысяч. Плюс-минус. 22, да. Плюс-минус. Ну, соответственно, наверное, вам на эти деньги будет жить очень сложно, именно поэтому важно сейчас об этом задуматься. Опять повторюсь, бизнес нужен для того, чтобы вы в любой момент могли закрыть дверь и жить своей счастливой, долгой жизнью. Ибо бизнес существует для вас, а не вы для бизнеса. Конечно, капитал – это деньги, кэш, валюта, денежные обязательства, доли в бизнесах, прямые доли, разного рода акции, разумеется, недвижимость, цифровые активы, об этом мы еще будем сегодня говорить, драгметаллы и другое. Какие еще есть варианты? Что я еще не назвал? Земельный участок на Луне, зуб мамонта. Ваши варианты создания капитала. Первое – это вариант Дамира. Создание и капитализация бизнеса, то есть создание такого бизнеса, когда вы сможете его продать часть, либо весь бизнес. Есть такие люди, которые строят компанию? По-моему, кто-то здесь был, да? Отлично. Дальше. Кто строит бизнес, чтобы передать его по наследству детям? Задумался об этом кто-нибудь? Да.
когда-нибудь создать большую фамилию, о которой будут знать многие-многие люди во всем мире. Следующий вариант создания капитала – начать покупать бизнесы и другие активы самому. Но об этом мы поговорим чуть позже. Как вам контент? Огонь. Разумеется, при создании капитала вас также сопровождают риски, как и в бизнесе. Поэтому очень важно применять здесь красивое или сложное слово диверсификация. Моя 6-летняя дочь, конечно, это с 8-го раза может только произнести. И взрослый не каждый может произнести диверсификация, но это хранение активов в разных корзинах. Может быть свой бизнес, покупка долей в других бизнесах, защитные активы, драгметаллы в первую очередь, ну и, разумеется, недвижимость. Недвижимость и так далее. Как вы думаете, это разумно? Диверсификация? Да. Ну, конечно, разумно. Разумеется. При создании капитала нам обязательно нужно учитывать уроки прошлых лет, потому что... Следующий слайд. Потому что никогда такого не было, и вот опять. Колебания валюты. У нас 22 год. Кто покупал доллар за 150, а потом продавал за 50? Есть такие? Нет таких? Качели вот эти вот в долларах, да? У нас 2008, Крым наш, колебания, и регулярно, к сожалению, рубль скатывается, к сожалению, доллар дорожает. И поэтому, опять-таки, это все происходит и происходит. Падение российского фондового рынка. 2008 год. Крым наш. Коронакризис. СВО и так далее. Рынок падает, отрастает и снова падает. Мы об этом еще будем говорить. Помните, что рынок постоянно падает, а потом снова отрастает. Вот эта вот история – это заморозка активов. Многие люди через российских брокеров покупали условно Теслу, западные компании. Есть такие, у кого заморожены активы? Поэтому, чтобы вот такого не было, лучше зарубежные вещи покупать через зарубежную инфраструктуру. Freedom Finance, Interactive Brokers, ну, и есть ряд компаний, которые позволяют россиянам до сих пор это делать. И если вдруг какие-то моменты, они заранее сообщают, говорят, вы для нас нежелательный клиент, пожалуйста, покиньте нас. И там есть 30-60 дней для того, чтобы деньги просто все вывести. А СВО, мобилизация, кто вот в 22 году почувствовал такое? У кого было такое настроение? Но я вижу здесь много людей, кто там 80-х, 90-х годов, и следующий слайд. Этот слайд, наверное, для вас, и чтобы не было, вы картошки много, земли много, все переживем. Следующий слайд. Самый главный вопрос, что со всем этим делать, да? Первое, составить личный финансовый план. Это как в бизнесе. В бизнесе у вас есть бизнес-план, как развивать бизнес? Разумеется, с созданием капитала то же самое. Создаем личный финансовый план, смотрим, какой капитал нам нужен, сколько для этого необходимо инвестировать, и начинаем подбирать конкретные твердые инструменты. Обязательно внедрить учет и перераспределение своих финансовых потоков. Вот это крайне важная информация, пожалуйста, послушайте внимательно. Секретная или сверхсекретная формула богатства. Получаем и сохраняем прибыль, наращиваем капитал. Возникает вопрос, как сохранять прибыль. Обычная формула выглядит так. Доход минус расход равно прибыль. Слышали про такую формулу? Наверное, во всех экономических учебниках написано именно так. Но здесь есть одна проблема. Мы развиваемся, качаем бизнес, у нас растут доходы и растут, соответственно, расходы. И в итоге у нас получается следующий слайд. Доход минус расход получается 0. Да, к сожалению, прибыль остается такой же, вот, на себя не так много можно выводить. В связи с этим эффективная формула богатства выглядит следующим образом. Доход минус прибыль равно расход. Пожалуйста, запомните это. Доход минус прибыль равно расход. Деньги пришли, сразу же отложили, себе заплатили, все остальное тратим. Себе заплатили сначала, все остальное тратим. Финансовые потоки настраиваем так, чтобы регулярно фиксировать эту прибыль, сохранять, а потом ее приумножать. Следующий слайд. Есть несколько способов решения этой задачи. Да? Копить скучно, просто копить это скучно. Прекрасно вас понимаю, поэтому можно сначала превратить это в игру, либо делать это с кем-то вместе. Когда делаем вместе, это становится гораздо интересней. Вопрос. Как вы думаете, сколько за один год можно накопить денег в группе из 15 человек, если еженедельно откладывать по 1000 рублей? От 1000 рублей. Не по 1000, а от 1000 рублей. Какие варианты? 52 тысячи умножить на 15. 1,5 миллиона еще? Еще варианты? Если около миллиона. Около миллиона. Еще варианты? Это если с нулевым рефинансированием, если не вкладывать. С нулевым не вкладывать. 720 тысяч, да? 800? 720.
Ну, как бы Каждую неделю? каждую неделю от 1000 рублей. Больше. Следующий слайд. 1,5 миллиона. Ответ сколько угодно. А? Сколько угодно. Наверное, сколько угодно, но в нашем случае получилось, следующий слайд, в нашем случае получилось 3 миллиона 613 тысяч рублей. 15 человек каждый год в течение недели. Следующий слайд. Откуда я это знаю? Мы просто все это считали. Верни, пожалуйста. Все это считали. Кто-то за это время накопил 1 120 000, у кого-то получилось 300, у кого-то 500 и так далее. Но самое главное, это регулярность. Каждую неделю они это делали, мы это прям вот ввели в таблице, и у всех это получалось. Просто потому, что если кто-то не делает, все на него показывают пальцами и говорят, да. Если хотите также, сейчас есть, если хотите также, вы можете сами объединиться в какое-нибудь сообщество, какой-нибудь клуб и делать нечто подобное, либо воспользоваться моей инфраструктурой. Я это делаю эффективно, у меня это получается. Верни, пожалуйста. Ой, да. Следующий слайд. После того, когда вы настроите финансовые потоки, важно сформировать финансовую подушку безопасности. Не стоит сразу на все идти инвестировать, потому что инвестирование – это риски, и важно иметь подушку безопасности. У меня почти все, у меня там предполагалось, наверное, слайдов 700, но как бы 400 мы уже прошли. И, наверное, на такой подушке спать удобнее всего, поэтому если у вас есть финансовая подушка, то это кайф. Но иногда бывает так. Вы деньги отложили, подушку сформировали, выходит новый iPhone, выходит новая сумочка. Блин, утром просыпаюсь, жить не могу, хочу в Дубай. Идете, подушку снимаете и все, и подушки больше нет. У кого такое было? А в Москве какой самый такой отдаленный район, куда не хочется ехать? Бутово. Бутово. Я там Вот. Соответственно, все, кто могут поехать в Бутово, открывайте там счет в банке, в любом абсолютно банке, и забирайте реквизиты. Самое главное, чтобы у вас с телефона не было доступа к этому счету. И по реквизитам пополняете этот счет. Если вдруг захотите снять, вам придется тащиться в это Бутово. Вы вряд ли туда поедете, деньги сохранятся от вас самих. Следующий слайд. И уже после этого, после формирования подушки, создаем капитал. Сейчас, наверное, будет самое интересное. А кто слышал, что надо создавать капитал? Есть такие? Угу. Дальше. 3 друга при создании капитала. Сейчас буду уже ускоряться. Время, доходность, дисциплина. Самое ключевое – это время. Среди вас есть 20-летние ребята? Как зовут? Абдулла. Абдулла. Специально для тебя, Абдулла. Если ты сейчас каждый месяц будешь инвестировать по 15 000 рублей в месяц, то через 40 лет твой капитал составит 96 миллионов рублей. 96 миллионов рублей. Только своими деньгами ты отложишь 72, но сложный процент, это халяльная вполне вещь, сделать 96 миллионов рублей. Однако большинству здесь не 20, следующий слайд. И тем, кому 40, мне вот 40, к примеру, и те, кто только в начале пути, да, есть условные 300 000 рублей, и ежемесячно, если пополнять, ежемесячно инвестировать по 30 000 рублей, ваш капитал через, к 60 годам, через 20 лет, получится буквально 25 миллионов рублей. Но я знаю, что есть представители клуба «Сенсей» и клуба «Сильные люди», и представители штаба «Татар и Башкир», поэтому здесь есть ребята состоятельные. Следующий слайд. И они уже спокойно могут с миллиона начинать и ежемесячно инвестировать по 100 000 рублей. И через 20 лет их капитал составит 83. Поэтому, Абдулла, ты можешь стать богаче всех остальных, если начнешь сейчас. Я говорил, время, доходность, дисциплина. Если мы говорим про доходность, ключевой момент соотношение доходности и риска. Запомните, пожалуйста, важную вещь. Выше доходность, выше риск. Если вы хотите получать очень большую доходность, будьте готовы к тому, что вы эти деньги можете потерять или с ними что-то может произойти. Если вы не готовы рисковать, тогда будьте готовы получать доходность чуть пониже. А те, кто хочет только большие доходности, для вас таблетка от жадности. Важно соблюдать риск-менеджмент и важно диверсифицировать, мы про это уже говорили, и спокойно можно применять высокорисковые инструменты, среднерисковые и низкорисковые. И третий друг – это дисциплина. Капитал нужно формировать. У кого уже есть миллион, 1,5, 2, 5 долларов, те могут просто его положить, забыть на 10, 15, 30 лет, и тогда эта сумма сама станет очень большой. Но у кого миллион долларов нет, вам капитал нужно формировать. Вот у кого-то такая кнопка есть, у кого есть миллион долларов, но у большинства такой кнопки, к сожалению, нет.
Немножко отвлечемся. Кто много раз начинал заниматься спортом, а потом сливался? Есть такие? Вот некоторые думают, что вот накоплю большую сумму денег и сразу начну инвестировать. Кто так думает? Есть такие? Ага. Следующий слайд. Это звучит так. У меня сначала мышцы вырастут, а потом я начну заниматься спортом. Поэтому, чтобы мышцы выросли, надо... Я не думаю, что у кого-то мышцы росли сами по себе, поэтому важно капитал формировать уже сейчас. У вас очень много денег, осталось только научиться этими деньгами правильно управлять и правильно работать. Последний блок. Актуальные тренды – это диверсификация. Мы об этом уже весь вечер сегодня говорим. И важно раскладывать по разным корзинам. Следующий слайд. Разным валютам, разным инструментам и так далее. Я знаю, что у многих успешных предпринимателей есть бизнес не только в России, но и в Турции, в других странах. Многие успешные предприниматели сохраняют деньги не только в рублях, но и в других валютах, в долларах, в фунтах, в евро, в юанях и прочее. И важно сейчас иметь хорошую, правильную инфраструктуру. Иностранные паспорта, ВНЖ, иностранные счета и так далее, чтобы спокойно со всем этим пользоваться. Следующий тренд, как вы думаете, что это? Да, цифровые активы, криптовалюта. Сейчас очень большой тренд на это пошел, особенно с победой Трампа. Сейчас биткоин, сами знаете, стал более 100 тысяч долларов и вполне возможно будет расти и дальше, но это не точно. Поэтому важно здесь вкладываться не в какую-то конкретную криптовалюту, а лучше вкладываться прямо в целую инфраструктуру. Мы можем купить сейчас долю, например, в криптобирже Kraken, и, соответственно, растет крипторынок, растет стоимость биржи Kraken, да, и мы на этом хорошо зарабатываем. Этот слайд – это Тадж-Махал, это Индия. Этим слайдом я хотел показать экономику БРИКС. Есть большие предпосылки того, что экономика Индии в долгосроке будет сильно расти, потому что самое большое население в мире, очень большая цифровизация, огромное количество айтишников, и там даже английский язык, там хиндиш так называемый, экономика Китая и так далее. Соответственно, возможно, капиталы из умирающей Европы и умирающего Запада будут перетекать сюда, и на большом горизонте, Абдулла, тебя в первую очередь касается, будут расти именно эти экономики. Разумеется, искусственный интеллект. Соответственно, мы в своей деятельности при формировании инвестиционных портфелей используем искусственный интеллект. Следующий слайд. И вот, допустим, портфель акций, который создан при помощи искусственного интеллекта, и у нас здесь хорошие плюсы и где-то небольшой минус. И то же самое с инфраструктурой мы можем сейчас, вот Cloud, да? Cloud это продукт компании Anthropic. Уже сейчас можно купить долю в компании Anthropic. Вот эта вот компания Илона Маска, сейчас можно вложиться в эту компанию и так далее. Очень важный тренд, кризисы стали чаще. Раньше они были условно раз в 10 лет, сейчас коронакризис, СВО и так далее. Вверх-вниз, вверх-вниз. Поэтому важно порох держать сухим. Регулярно происходят кризисы, держите деньги наготове, и когда все упадет, не надо бояться, что все падает, наоборот, надо докупаться. Самую большую доходность дают акции малых компаний, таких как Чио-Чио, таких как другие компании. Да, вот это вот глобальные компании типа Microsoft, Google и прочее, но при этом надо помнить, что каждые 10 лет топ-10 компаний меняются. Те компании, которые были там до этого 10-15 лет, они ушли из этого топа, сейчас совершенно другие компании. И у нас впереди как раз таки идет блокчейн, искусственный интеллект и прочее. Следующий слайд. Это график S&P 500, американский рынок. Посмотрите, 2008 год, все упало, все выросло. Коронакризис, все упало, все выросло, да, и опять все идет вверх. Все, что упало, должно вырасти, все, что выросло, должно упасть. Будьте к этому готовы, просто регулярно докупайтесь. Особенно Абдулла на горизонте 40 лет. Спасибо, что стал сегодня героем. А индекс Мосбиржи, 2008 год, было большое падение, очень большое падение. Все поставили крест на российском фондовом рынке, сказали, что вряд ли он отрастет. Нет же, он вырос. Здесь мы видим то же самое. СВО, большое падение, было еще ниже. Мы выросли, но когда закончится СВО, я думаю, что российский рынок снова взлетит, и взлетит очень хорошо. Более того, президент страны поставил задачу сделать X2 к 2030 году, поэтому у нас здесь должно все взлетать. Самое главное, что я хочу сегодня вам сказать, это последний слайд. Счастье, друзья, не в деньгах.
счастье в тех людях, которые вас окружают, счастье в отношениях между нами с вами. Поэтому вкладывайтесь в отношения, любите друг друга, и тогда станете счастливыми, тогда станете очень богатыми. Спасибо. Вы много говорили про материальные активы, про рынки, инвестиции и капитал, но я вот вижу у нас много молодых ребят, и может быть скажете пару слов по поводу личного капитала, капитала экспертизы, как вот прийти именно к той стадии, чтобы иметь некий такой маленький начальный капитал, чтобы его расширить. Это очень важно, это критично важно, особенно для Абдуллы. Есть такой классный профессор МГУ Аузан. И вот он приводит там формулу богатства, и одна из компонентов этого формулы богатства – это долгосрочный учет. То есть уже сейчас людям, особенно Абдулле, надо учитывать не завтра, не на год, а на 5, 10, 20, 30 лет вперед. Заранее смотреть, где, что, как. И заранее понимать, и не идти учиться условно на водителя трамвая, да, потому что вполне возможно мы скоро будем ездить на беспилотных такси, а смотреть на профессии будущего, там, условно, с блокчейном связано, с искусственным интеллектом, там, беспилотные вот эти вот войска и прочее, прочее. Это второй момент. Третий момент, как там в классике, береги честь молоду, и самый главный капитал – это социальный капитал, то отношение, которое испытывают к тебе люди. И если люди к тебе хорошо относятся, не зря же говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Это вот следующий момент. Иногда можно просто подойти условно к уважаемому Ильназу, сказать: у нас вот такая вот ситуация, подскажи, что делать, да, и люди, прокачанные с опытом, они уже, не всегда за это попросят денег, просто там, подарите ему конфетку, наверное, он с удовольствием с вами поделится своим опытом, что в этом случае надо делать. Поэтому, да, важно прокачивать и важно в себя инвестировать. Настоящий красавчик, я горжусь, что мы с тобой вместе двигаемся, он очень круто ведет нас в клубе Cashflow, вот надеюсь в Москве там у ребят тоже проведешь. Меня зовут Сирин Зарипов, я финансовый советник и инвестиционный юрист. Меня пригласили сегодня выступить на тему финансовой грамотности для этой замечательной аудитории. Очень понравилась площадка, штаб Татар-и-Башкир Москвы. Вот такое классное место. Я почему так говорю? Потому что сам в молодости занимался татарской молодежной деятельностью, создавал организацию Ешен в Екатеринбурге. И эта организация существует до сих пор. Ей уже 17 лет. Поэтому для меня штаб Татар — это такое нечто родное, близкое. И с большим удовольствием пообщался вот с ребятами, которые непосредственно здесь. С большим удовольствием рассказал им про базовые основы финансовой грамотности, как создать подушку безопасности, финансовое планирование, там, секретная формула богатства и так далее. Услышал очень много классных профессиональных вопросов от участников и получил большое удовольствие в этом месте. Всем его настоятельно рекомендую. Здесь очень красиво, много классных картин, много классных людей, прям приходишь как в музей, очень интересно, очень так, красиво на самом деле. Дорогие друзья, сейчас буду говорить как президент. Кадерле дуслар. Впереди у нас 2025 год. В этом году я от всей души вам желаю быть собой, чувствовать то, что вы хотите, и заниматься этим. Да? Задумайтесь о том, чем же вы хотите заниматься на самом деле, что же вы хотите реализовывать, и начните это делать. Жизнь очень коротка, и она очень быстро пролетает. Поэтому цените свое время, занимайтесь тем, что вам действительно нравится. И если вы будете заниматься любимым делом, это вам будет приносить и удовольствие, и денег, и реализацию, и все остальное. Поэтому найдите то дело, которое вы будете любить, и занимайтесь этим. И тогда вам не придется ни дня работать. Успехов!